Черное озеро. Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. В конце октября 2000 года жители села Званка Пестричинского района Татарстана, что всего в 9 километрах от Казани, пережили настоящий бандитский разгул. Сельчане были запуганы, полагая, что в Званке действует шайка налетчиков. Благодаря СМИ название села прогремело по всей республике. Павел Тимофеев, на дом которого положили глаз бандиты, не был предпринимателем. Он работал простым милиционером, водителем в Вахитовском РУВД. В деревне ходили слухи, что Паша решил перебираться в город. Вот и квартиру уже себе присмотрел. Значит, деньжата появились. Бандиты ворвались в дом, когда в нем помимо Тимофеева находилась его жена, малолетняя дочь, мать, и стали требовать деньги. Ну так, надо стоял рядом. Опять? Тоже вот здесь рядом. Где-то здесь рядом. Что они делали? Успокаивали, ребенка Альберт. А ребенок где был? Вот с мамой. А мама здесь что ли сидела? Ну, на полу. А ребенок у нее где был? На руках? Не, рядом стоял. Рядом стоял? Ребенку сколько примерно? Ну, дочка, примерно. Ну, дочка тоже, она плакала там, видит, когда папу бьют. Она одному говорит, я знаю, где деньги. Я один сразу, наверное, обрадовался. Говорит, сейчас, дочка, девочка, покажи, где лежат. Но она повела, принесла им свою сумочку, в которой там у нее мелочь. Бандиты уходили раздосадованные, но Тимофеевы даже не могли предположить, насколько им повезло. Вторым в списке налетчиков оказался дом заместителя директора оптового рынка Ислямова. Прибывшим на место преступления сотрудникам милиции предстала ужасная картина бойни. На полу лежали в луже крови убитая мать Ислямова и его беременная жена. Сам хозяин дома с тяжелым ранением в живот выжил. Также осталась жива и сестра Ислямова, которую бандиты из-за заклинившего пистолета принялись душить и посчитали мертвой. Ее спас глубокий обморок. 12-летний племянник Ислямова, услышав выстрелы, спрятался в шкафу. Племянник хозяина открывался, значит, в шкафу, потом преступники были обнаружены, но остался живых. Его связали, только оставили в таком состоянии. Пистолет отечка дал, уже пистолет не стрелял, он просто дал своим подручным, значит, его удушить и убить. Но те его указания не выполнили, связали его и оставили в таком виде. Позже на допросах убийцы утверждали, что не собирались никого убивать. Но так уж вышло. Мы вот здесь с Матмовским искали и услышали вот эти вот, выстрелы. Громкие? Нет, не особо громкие. Даже, нельзя понять, то, что это выстрел, в принципе. Сколько услышали? 3 или 4, я не помню. Разбитое стекло, послышался. Звук разбитого стекла. Я пошел посмотреть. Расстрел целой семьи и разбойное нападение на дом милиционера всколыхнули не только тихое село Званка. В считанные минуты на ноги была поднята милиция Казани, ГИБДД, перекрыты все дороги. В ходе опроса жильцов был установлен один из преступников, который после этого был задержан. Анисимов фамилия вроде. Ванек, да. После чего он начал давать показания, такие показания начал давать, после чего мы вышли на группу преступников. Слаженные действия следователей и оперативных сотрудников привели к тому, что в кратчайшие сроки были установлены все участники преступной группы, совершившие налеты на мирных жителей деревни Званка. Вскоре задержали водителя банды Переведенцева, и уже через несколько часов были арестованы еще 2 участников. Сбежать удалось только лидеру банды Ринату Шагвалееву по кличке Скиппи. Скиппи! Скиппи! Скиппи по-английски «попрыгун», «попрыгушка». Был такой австралийский телесериал о приключениях кенгуру, который крутили на советском телевидении.
Сейчас на форуме поклонников Скипи некто Шарипов из Казани пишет: «Замечательный сериал для детей о дружбе, добре и зле. Таких сейчас не хватает. Настоящий вкус детства». Криминальных приключений у казанского Скипи на момент совершения бандитских разбоев в селе Званка было выше крыши, и тянули они не на 1 десяток лет тюремных нар. На допросах выяснилось, что именно Скипи в доме Ислямова начал стрелять неожиданно для всех. Матмовский где-то здесь. Я его отдернул и говорю ему: посмотри, я говорю, что там произошло. Я говорю, там караул, что творится. Он говорит, что там? Я говорю, иди посмотри, я говорю, сейчас увидишь, что. Он пошел посмотреть, я стоял здесь. Пошел посмотреть, пришел в шоковом состоянии. Скипи гулял на свободе недолго. Спустя 2 недели после кровавого разбоя в селе Званка он был задержан уголовным розыском Санкт-Петербурга и бережно в наручниках под конвоем доставлен в Казань. Заставить задержанных давать показания было не так просто. Ренат Шагвалиев по прозвищу Скипи, отпетый уголовник, не щадил ни друзей-одноклассников, ни женщин, ни детей. Его боялись даже собственные подельники, большинство которых держал в банде именно страх перед главарем. Громкое убийство в Званке, которое получило широкий общественный резонанс, оказалось лишь верхушкой айсберга, подводная и невидимая часть которого состояла из краж, разбоев, убийств, изнасилований, которыми с каждым годом своего существования обрастала казанская ОПГ «Перваки». В окончательном виде званковская банда сформировалась в 1999 году после объединения 2 бандитских шаек из Чистополя и Казани. Одна из них под руководством Вячеслава Кузнецова по кличке Сява с 1997 по 1999 годы торговала наркотиками в Чистополе. Еще раньше Сява жил в Казани и был участником группировки «Нагорный», но после конфликта внутри группировки вынужден был скрываться. Кроме Кузнецова, в бригаду входили Фаргат Сиддиков по кличке Спина и наркоман Руслан Ихсанов по кличке Макс, причем последний находился в федеральном розыске за убийство. Другая группа, в которую входили их знакомые, базировалась в Казани и специализировалась на кражах и разбоях. В ней состояли Андрей Матмовский по кличке Хохол, Александр Анисимов по кличке Ванек и Альберт Шагидулин, в прошлом участники казанских группировок «Нагорный» и «Новотатарская Слобода». Весной 1999 года Сява вместе со всей своей бригадой переехал в Казань. Здесь он сошелся с членом группировки «Перваки», действующей тогда на территории микрорайона Горки-1, трижды судимым Ренатом Шагвалиевым по кличке Скиппи. В 1993 году они вместе сидели в казанской ИТК-2. И уже в августе 1999 года обе бригады под руководством Скиппи и Сявы объединились. А еще через некоторое время Шагвалиев привел в банду своего приятеля, пятикратно судимого Сергея Переведенцева по кличке Луна. Так что банда росла, мужала в боях, и для того, чтобы поддерживать свою боеспособность, преступная группа должна была постоянно ходить на дело. Группа Сиддикова, Кузнецова и Ихсанова занималась разбоями, заказными убийствами, торговлей наркотиками и контролем проституции. Одно время преступники контролировали до 40 проституток. Другая бригада, куда входили Шагидулин, Матмовский, Анисимов и Переведенцев, совершала исключительно разбойные нападения. Кузнецов держал общак, а Скиппи специализировался на убийствах и организовывал поддержку бандитов со стороны группировки «Перваки». Сам Шагвалиев, он организатор и руководитель этой банды. По характеру жестокий. Самые счастливые годы его прошли в тюрьмах, лагерях, в Сибири. Поэтому он очень неравнодушен был к состоявшимся людям. У него патологическая зависть. Из показаний Шагвалиева. В микрорайон Первые Горки моя семья переехала в 1973 году. В это время на меня и моих одноклассников постоянно стали нападать ребята из микрорайона Старые Горки. Нас избивали, отбирали велосипеды, коньки, клюшки и прочее. Когда мы стали постарше, примерно 15-17 лет, все пришли к общему мнению, что за себя надо стоять, сплотиться всем и оказать сопротивление Старым Горкам. С тех пор ребята объединились и стали называться «Перваки».
Начались усиленные тренировки в спортзалах школы, секциях, запрет на алкоголь и курение. В 1978 году я впервые вывел всех перваков на танцы в парк имени Горького для того, чтобы показать свою значимость. Там же происходили драки с другими казанскими группировками. Здесь, в Казанском парке Горького, в 70-е и 80-е годы прошлого века проходили танцевальные вечера, которые к концу перерастали в небольшие стычки или в большие побоища. Тогда танцпол превращался в настоящий ринг, где выясняли, чья улица или чей район круче. Девчонки визжали, парни метелили друг друга. Именно здесь набивали костяшки своих кулаков бойцы всех известных казанских ОПГ, в том числе и перваки. А что милиция? Милиция свистела во все свистки. У нее тогда не было никаких средств для разгона хулиганов. Это позднее ввели дубинки, появилась конная милиция. Личное оружие каждый из членов банды держал у себя. Группировка обладала солидным арсеналом из 4 пистолетов, 2 автоматов, карабина и нескольких обрезов. Скиппи, не скупясь, оплачивал информаторов, которые сообщали ему сведения о местных коммерсантах, небольших предприятиях, инкассаторских перевозках. Таким образом, он владел коммерческой информацией о состоянии финансовых дел предпринимателей в своем районе. Убийство сотрудников фирмы «Карамай». Сафиуллин, насколько был хладнокровен, вот этот Скиппи, и насколько он не считался с жизнью, этот Сафиуллин был его одноклассником. Случайно они встретились на одной из заправок, где Скиппи узнал, что Сафиуллин перевозит деньги с заправок в своей собственной автомашине, в портфеле, черный нал так называемый, и свозит в одно место. Он уже туда приезжал с большой крупной суммой денег, его там подкараулили они. Он забежал к нам в отдел, вот так уже живо держался и кричал: скорую вызвать, скорую стреляли. Непосредственно на исполнение были, значит, Кузнецов, Сява, Шагвалиев, Скиппи, и исполнял заказ опять же Иксанов Макс. У меня в руках был пистолет. Я считаю, его разворачиваю, у него, считай, пакет в правой руке. Я считаю, схватил первым, скорее всего, не видел даже. Пакет уронил и вот так, сделал вот так, вот я в это время нажал. Спустя несколько часов Сафиуллин скончался в больнице. Чтобы избежать подозрения в этом убийстве, Шагвалиев пытался запутать следствие. В феврале 2000 года ему стало известно, что в нападении на водителя «Карамай» подозревается его бывший сокамерник и застрелил того на пороге его дома. Банду уже было не остановить. Кровь опьяняла. Разум спал, сердце молчало. Вообще у убийц несколько перевернутое представление о добре и зле. Когда у одного преступника, порешившего всю семью, на суде спросили, зачем он зарезал малютку в кроватке, тот простодушно ответил: из жалости. Как же он теперь будет жить на белом свете сиротой? Послужной список разбоев и убийств банды «Перваки» пополнялся с каждым днем. Спустя несколько дней после нападения на инкассатора Шагвалиев с подручными ограбили предпринимателя Ахмедзакирова. Надеясь поживиться крупной суммой, его застрелили в гараже. Вот только вся пожива составила 500 рублей. Дважды прозвучали выстрелы вчера вечером на улице Зорге. Сначала, примерно в половине 9-го, во дворе дома номер 84 некий неизвестный выстрелил в Николая Иванчина. Директор коммерческой фирмы возвращался домой, когда его встретил убийца. Сделав в Иванчина несколько выстрелов из пистолета, киллер скрылся во дворах. Налетчики получили заказ на убийство директора ЗАО «СНИТ» Николая Иванчина, известного в городе предпринимателя. Его фирма торговала цементом не только на территории Татарстана, но и во многих республиках СНГ. Бизнесмена заказал его заместитель Ахат Саттаров, оценивший голову шефа в 150 тысяч рублей. Убил Иванчина Ихсанов, ставший к тому моменту уже конченным наркоманом. Это впал пистолет, считай. Беспорядочно. Покажите, как это. Вот так? Что вы говорите? Вот так. Просто. 8 марта 2000 года Шагвалиев застрелил перваковского авторитета Флёра Батруддинова по кличке Барин. С ним у Скиппи были свои давние счеты. Якобы Барин помог милиции привлечь к ответственности его младшего брата.
убили его именно 8 марта, а этот Флёров в Казани был известен тем, что он был любитель девушек. В ходе обыска у него на квартире нашли более 200 фотографий, наверное, где он фотографировал в голом виде девушек, и поэтому у нас даже как-то одно время была версия, что ему отомстили именно 8 марта кто-то, одна из потерпевших или же муж потерпевших, скажем. За этой группой 9 убийств, 2 покушения на убийство, бандитизм, 13 разбоев и грабежей. Вот в итоге этой группе было доказано. Примечательная история пистолета Макарова, фигурирующего в 5 убийствах. Вообще, доказать убийство в суде можно только при наличии орудия преступления. А оно, после бойни в Званке, оказалось на дне озера Кабан, под толстым слоем ила. Это было в октябре 2000 года. На момент следствия, в марте 2001-го, здесь стоял толстый слой льда, но тем не менее, вырезали в 10 метрах от берега полынью, наняли водолазов и приступили к поискам. К сожалению, первая попытка найти оружие не принесла никаких результатов. Перейдя на новое место, прорубили лунку, водолаз ныряет и обнаруживаем этот пистолет. Вернее, пакет. В пакете был пистолет, глушитель. Глушитель аккуратно тоже так завернут в тряпку. Обвиняемые затягивали следствие как могли. То притворялись душевно больными, то симулировали болезни. Андрей Матмовский даже попытался сбежать из следственного изолятора, так как до него никто еще никогда не бегал с Петрушкиного разъезда. Он перепилил ножовкой оконную решетку, разорвал руками сетку и перемахнул через стену ограждения изолятора. Возможно, и убежал бы, но только при падении сломал ноги. А второй побег уже был во время проведения следственных действий в прокуратуре, в здании прокуратуры. Тоже один из участников не только снял окно, но и сквозь решетку пролез. Непонятно даже, как он смог пролезть. Мы бы смотрели, осматривали место происшествия. Просто удивительно было. Но благодаря слаженному действию, вот тогда опытный следователь тоже в группе был, Ахмедянов Анвар. За несколько минут он определил примерный адрес, куда он мог убежать. Итог такой, когда оперативники приехали, тот уже переодетый, выходил из подъезда и пытался скрыться. И вот так был также пойман. В этом деле огромную роль сыграло то, что с самого начала было обеспечено тесное сотрудничество МВД и прокуратуры республики. Все оперативно-сыскные отделы управления уголовного розыска вели оперативную работу по своим направлениям. На более позднем этапе подключились сотрудники УБОП. По мере разрастания материалов дела, его расследованием занимались сразу несколько следователей. В начале 2002 года уголовное дело было передано в Верховный суд Республики Татарстан, а в середине мая уже начались первые слушания. Процесс продвигался с трудом, подсудимые постоянно жаловались на здоровье. Когда один из них заявил, что ему необходима операция, из зала донеслось: «Тебя не в больницу нужно везти, а в морг». Судья поинтересовался у потерпевших, как они относятся к ходатайству подсудимого. 20 человек одновременно встали со своих мест и в один голос ответили «Отклоняем». Затем слушание дела все-таки перенесли из-за настоящей травмы Сергея Переведенцева. Когда он дал показания, изобличающие Скипи в убийстве семьи Ислямовых, сокамерник обварил его. 18-летний парень, проходящий совершенно по другому делу, вылил на голову спящего Переведенцева кастрюлю с кипятком. Позднее он оправдывался, что хотел всего лишь приготовить суп в 6 утра и нечаянно споткнулся. В отношении любителя утреннего супчика было возбуждено еще одно уголовное дело, а Переведенцев провел 10 дней на больничной койке с ожогами. Своей вины Шагвалиев по кличке Скипи не признал. В последнем слове он продолжал клеймить работников прокуратуры и заявил, что дело сфабриковано. Сложность в этом рассмотрении дела было оказание сопротивления суду, значит, и следствию объективно рассмотреть дело. То есть в чем это выражалось? На потерпевших и в том числе на подельников оказывалось давление путем как физическое, так и моральное. Поэтому приходилось в ходе судебного заседания как-то вот влиять на них, как-то вплоть до того, чтобы рассаживать. Сергей Переведенцев получил 12 лет. Наводчик банды Александр Анисимов – 13,5.
Активному участнику почти всех разбойных нападений Андрею Матмовскому дали 14 лет. Заказчик убийства своего босса Ахат Саттаров отправился за решетку на 15 лет. Столько же дали Фаргату Сиддикову и Альберту Шагидуллину. Руслан Исханов человеческому суду был уже не подсуден, так как покончил с собой в камере следственного изолятора. Лидер банды Ринат Шагвалеев по кличке Скипи был приговорен к пожизненному лишению свободы. Скипи направили в Вологодскую область, в колонию на остров Огненный, но через 1,5 года отсидки он запросился в отпуск. Следственный изолятор, в сравнении с камерой для пожизненных, настоящий санаторий. И вот Скипи вдруг вспомнил обстоятельства убийства казанского коммерсанта Фазыла Гиниатуллина, который он совершил в сентябре 1996 года. Гиниатуллин, он организовал и зарегистрировал в военно-строительном районе фирму «Реойл» по торговле нефтехимией. И, соответственно, когда дела пошли в гору, ему надо было расширять бизнес, Гиниатуллин, сошелся с Ярусовым, бизнес пошел в гору, двоим стало тесно. И Ярусов обратился к своему знакомому Лутфуллину найти исполнителя для убийства, потому что сам Лутфуллин категорически отказался. Тот достаточно хорошо знал Перваков, обратился к своему такому же знакомому Копенкину, который нашел киллера Перваков Шагвалеева. Суд добавил Скипи к уже имеющемуся сроку еще 11 лет. Со временем выяснились и обстоятельства исчезновения держателя бандитского общака Вячеслава Кузнецова, объявленного в федеральный розыск. И только через 7 лет поисков оказалось, что он никуда не убегал. Лежал себе на метровой глубине в лесопосадке у санатория Ливадия. Вот то непосредственное место, которое нам указал один из участников захоронения. Вырыли яму где-то 1,5 метра и нашли 2 сумки с телами Кузнецова и Соломоновой Ольги. В августе 2001 года Руслан Ихсанов проговорился, что убил Кузнецова в октябре 2000 года, незадолго до задержания банды. Вот сейчас мы подходим к дому Шамиля Усманова, 11Б, где последние дни своей жизни проживал один из лидеров данной преступной группировки по кличке Сява, Кузнецов Вячеслав, со своей сожительницей Ольгой. И был убит своим же участником группы, Ихсановым Русланом по кличке Макс, выстрелом в голову из пистолета. Также была убита и его сожительница, несовершеннолетняя жительница города Казани. Затем Макс, чтобы спрятать следы преступления, их расчленил в ванной комнате. Части тела расфасовал по мешкам и вывез в районе ветеринарного института в лесопосадку, где их там и захоронил. Смотришь на эти бандитские лица, и жизнь кажется мрачной и опасной. За каждым углом мерещится убийца. И как же все-таки здорово, что все эти убийцы и насильники перекочевали из нашей жизни в книгу, которая им станет вечной тюрьмой.